большим уважением отношусь ко всем кандидатам. Они мои друзья. Но я свой путь со своей командой выбрал. Иду в кандидаты в президенты. Вместе со мной идет Абитов Борис Магомедович, Абазин. Живет человек в Алагазы, Гагринского района. Абазины наши братья, вы знаете. Всегда рядом с нами были и есть. Когда тяжело было, через горы и так далее. Он родился и вырос в Карачаево-Черкесии. Работал в Южном федеральном таможенном управлении, в оперативном. Мы близкие друзья. И я посчитал правильным, я думаю, вы меня поймете, потому что ни на словах, ни на бумаге мы близкий народ, мы абазины, абхазы, одна нация, один народ. Дорогие соотечественники, уважаемые кандидаты в президенты Республики Абхазия, наша страна в очередной раз находится перед жизненно важным политическим выбором. Считаю главной своей задачей объединение всех граждан нашей страны, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Общество не должно делиться на арзенбистов, багапшистов, анквабистов. Никто не может быть преследуемым за свои политические убеждения и пристрастия. Только сообща мы можем преодолеть кризис, в который были ввергнуты предыдущие власти. Кандидат в президенты Республики Абхазия, пришедший к победе на выборах, должен создать правительство народного доверия. Распределив должности в соответствии с полученными голосами избирателей, часть полномочий президента Республики Абхазия должны быть делегированы парламенту и правительству. Не может и не должен один человек решать судьбу целого народа, каким бы умным и талантливым он не был. Сегодня надо исключить возможности подкупа избирателя в любых формах. Люди, вдумайтесь, разве может покупать свой народ тот, кто идет во власть, служить вам и исполнять свой долг ради народа и для народа? Потратив огромные средства на подкуп избирателей, раздавая обещания направо и налево, он будет вынужден, придя к власти, украсть эти деньги у вас. Вновь будет разворовываться бюджет, продаваться государственные должности бездарным, но богатым людям, распродаваться государственная собственность. Мы станем заложниками группы лиц, которые захватят все государственные активы. Президент, купив выборы, не будет считать себя обязанным вам. Он уже заплатил за ваше доверие огромную сумму и будет считать, что имеет моральное право вернуть свои деньги и украсть при этом на безбедную старость всех своих сторонников и кланов. Эти люди будут над законом. Придя во власть преступным путем, нельзя править справедливо и честно. Вы всегда должны помнить о том, что это снова вернет нас в прошлое. Экономика будет в застое, коррупция будет процветать, чиновники, купившие свои должности, будут творить беззаконие и произвол. И все эти беды мы получим из-за ничтожных 5 или 10 тысяч рублей, а может быть с мешком сахара или муки. И так до следующих выборов мы снова пожертвуем благополучие наших родных и близких, будущее наших детей. У нас есть уникальная возможность построить процветающее правовое государство. Мы небольшая страна с богатейшей природой, благодатными климатическими условиями. В Абхазии живет законопослушный и трудолюбивый народ. Это не пустые фантазии, и нам не надо что-то придумывать. В новейшей истории множество примеров процветающих государств с гораздо худшими стартовыми и природно-климатическими условиями. Самое главное условие – это воля и настойчивость власти, согласие и желание народа. Результат получится не сразу, но движение в направлении реформ будет заметно с первых дней. Во имя будущего и процветания нашего народа призываю всех кандидатов в президенты Республики Абхазия. Пришедший во власть не будет преследовать своих оппонентов из-за их политических взглядов и создаст возможности командам других кандидатов полноценно участвовать во всех властных структурах. Кандидаты обязаны исключить подкуп избирателей в любых формах при проведении выборов. Прийти во власть с чистыми руками и с чистой совестью не ради власти,
наживы и мести своим обидчикам, а ради огромного желания создать благополучие своему народу, ради счастливого будущего наших детей, уже сейчас договориться всем вместе дать слово у наших святынь. Дать слово, что мы идем во власть, чтобы служить своему народу. Не красть из бюджета, не продавать незаконно государственную собственность, не продавать должности, не принимать никаких решений, касающихся благополучия народа и безопасности государства за спиной своего народа. Многое необходимо сделать для улучшения экономики страны, улучшить состояние бюджета, решить вопрос с опытными управленцами. Все это сложно, зачастую трудно определить, с чего начать. Для того, чтобы начать, необходимо получить четкий обзор общего состояния дел в экономике. А для этого нужно подготовить национальный экономический план. Подготовка такого плана займет более года, но позволит команде экономистов сконцентрироваться на особо важных для экономики задач и выбрать пути их решения. Для начала придется пересмотреть правительственную систему бюджета и найти возможность для сокращения правительственных расходов, при этом увеличив эффективность его работы. В то же время придется распределить бюджет на ключевые экономические проекты, которые являются критическими для развития экономики. План привлечения инвестиций в экономику страны также должен быть особо продуманным и отвечать интересам государства и общества. Для продвижения таких инвестиционных проектов мы создадим экономический совет по развитию. Эта группа из 10-15 профессионалов будет заниматься продвижением нашей страны, поиском подходящих инвесторов. Для работы этой группы будут подготовлены инвестиционные проекты в соответствии с международными стандартами. Такие проекты будут касаться не только энергетики, туризма, но и в первую очередь сельского хозяйства. Развитие сельского хозяйства может быть осуществлено через модернизацию существующих хозяйств, привлечение иностранных инвестиций для создания новых хозяйств. Придется улучшить качество продукции и расширить возможности для выхода на российский рынок. Развитие банковской сферы и создание комфортного делового климата должно стать приоритетным. Абхазия имеет все возможности для того, чтобы стать местом для налоговых каникул для большинства стран Черного моря и региона. Привлечение иностранных инвестиций и капитала – это не только вклад в экономику, но и в первую очередь в безопасность нашей страны. Мы сделаем так, что недоброжелатели не только будут воздерживаться от военных провокаций, но и хорошо подумают перед тем, как сказать кривое слово в адрес нашего государства. Леонид Юрьевич, как вы видите вашу программу? Чем она отличается от программ других кандидатов? Наша программа основывается на простых вещах. Мы не будем изобретать велосипед и пойдем по пути развития, который позволит нам сделать большой скачок в максимально короткие сроки. Чтобы это сделать, достаточно обратиться к опыту других стран, таких как Эмираты, Сингапур, Южная Корея, Тайвань. Более того, Абхазия находится в более выгодном положении, чем эти страны, и мы сможем, используя опыт этих стран, вывести страну на более высокий уровень развития. Наша программа будет основана на полном пересмотре всех наших активов и оценке нашего реального потенциала. Мы не будем основываться на выдуманных цифрах о количестве населения и о реальном бюджете. Мы не будем говорить, что в стране нет теневой экономики. Кстати, теневая экономика превосходит наш бюджет более чем в 5 раз. Другими словами, мы все посчитаем перед тем, как приступить к подготовке национального плана развития. В подготовке этого плана будут задействованы лучшие эксперты со всего мира, в первую очередь из Российской Федерации. Вы не могли бы раскрыть основные задачи ваших первых 100 дней президента? Конечно же, в первый месяц мы займемся подбором команды. Правительство будет состоять из профессионалов, независимо от их политических взглядов. Те, кто эффективно работал, останутся на своих местах. Но те, кто погряз в коррупции и перестал служить народу, должны будут уйти. Мы создадим такую систему управления, в которой коррупционеры, черствые люди просто не смогут оставаться в правительстве. Работы будет много, и работать придется засучив рукава.
В то же время, пока мы будем готовиться к реформам, необходимо, чтобы люди уже почувствовали перемены. Данные перемены коснутся бюрократии. Используя новые технологии, мы сократим очереди за многочисленными справками и разрешениями, и таким образом сократим коррупцию на низком уровне. Какие экономические реформы будут предприняты? Продолжая ваш предыдущий вопрос, скажу, что в первую очередь перемены почувствует бизнес. Мы пойдем по пути сокращения налогов. Возможно, будет единый налог. Работа и эффективность многочисленных фондов будет пересмотрена. Сокращение правительственных расходов также позволит высвободить значительные средства, которые мы направим на другие важные экономические проекты. Но это придется делать не в ущерб эффективности работы правительства. Мы пересмотрим расходы бюджета и его нагрузку. Создание здорового экономического климата станет основной задачей, а также привлечение инвестиций как иностранных, так и местных. Кстати, местные инвесторы получат многочисленные льготы. Мы не будем правительством, которое обогащается за счет ущемления бизнесменов. Да и вообще давно пора менять отношение к бизнесу. Эти люди, которым надо помогать, а взамен они создадут множество рабочих мест. Государство начнет зарабатывать намного больше от экономического оборота. Каково место Абхазии в перспективе? Таможенный союз, вступление России в ВТО и перспективы сотрудничества России и Грузии. Свободная экономическая зона между Россией и Турцией. Нам пора понять уже, что мы государство и такой же игрок на международной арене, как и другие страны. Мы не можем больше самоизолироваться от международных процессов. Такие процессы, как ВТО, и свободная экономическая зона, и таможенный союз уже давно влияют на нас. Мы должны более активно подключаться к этим процессам, естественно, при этом выбирать то, что отвечает нашим национальным интересам. Мы будем использовать преимущества нашего геополитического положения. Куда ни посмотри, везде у нас есть преимущества. Для этого мы пойдем по пути развития транспортной и торговой инфраструктуры. Мы откроем все ворота, при этом сделаем так, чтобы через эти ворота не проникали разные угрозы. В случае нашего прихода ключевым министерством будет поставлена задача вновь ввести Абхазию на международную арену после 3 лет затишья. Такая же задача будет поставлена нашему экспертному сообществу. Более того, мы не можем всегда бояться восстановления отношений между Россией и Грузией. Мы выстраиваем наши отношения с Российской Федерацией на равноправной основе. Мы союзники и, более того, братские народы. Если Грузия хочет продолжать игнорировать реальность, то это их проблема. Как вы рассматриваете инфраструктурные проекты? Каким проектам отдадите предпочтение? Необходимо незамедлительно сделать все, чтобы открыть морские порты, аэропорты, железнодорожные сообщения и развитие транспортных узлов и торговых центров. Нам уже давно необходимо построить полноценный порт для приема контейнеров. Отсутствие таких проектов тормозит нашу страну уже много лет. Никто нам не мешает это сделать. Дорога на Северный Кавказ улучшит товарооборот и даст нам выход на новые рынки. Развитие яхтенного спорта и строительство малых портов также поможет поднять туризм и сельское хозяйство. Леонид Юрьевич, вы возглавляли МВД, и многие связывают улучшение с криминогенной обстановкой и безопасностью на дорогах с вами. Как вы видите реформу МВД в случае вашей победы? Одним из главных приоритетов нашей команды является улучшение системы правопорядка. Наш новый подход к правоохранительной системе будет заключаться не в борьбе с преступностью, а в предотвращении преступления. Так мы сможем спасти много людей от совершения противоправных действий и дадим им возможность выбрать честную жизнь. Для этих целей мы создадим новую систему городской безопасности. Объединенный ситуационный центр поможет нам в режиме реального времени отслеживать ситуацию во всех точках Абхазии, а патрульная система даст нам возможность своевременно реагировать и предотвращать преступления. Считаю важным создать наблюдательный совет при МВД.
В этот совет войдут уважаемые граждане, которые будут следить за работой правоохранительных структур и предотвращать факты нарушения прав человека, другой противоправной деятельности. Наблюдательный совет позволит улучшить отношения между милицией и обществом. Общество начнет доверять милиции, а милиция – обществу. Быть офицером милиции станет почетно, а общество получит защиту в лице любого сотрудника МВД. Как будет выстроена молодежная политика? К сожалению, нашу молодежь часто используют в выборных целях. Обычно мало кто думает о реальных проблемах молодежи и общих взглядах на жизнь. Говоря, что молодежь – это наше будущее, я вкладываю особый смысл. Это самая главная инвестиция, которая поможет нам в будущем. Нельзя пользоваться доверием молодежи ради выборов. Молодые люди должны иметь все возможности для самовыражения. Откуда в нашей стране появятся моряки и летчики, которые в будущем будут охранять наши границы? Нельзя делать так, чтобы основным досугом молодежи был алкоголь или наркотики. Абхазия должна стать местом, где молодым людям со всего мира будет интересно проводить досуг, а нашей молодежи иметь доступ ко всем новшествам, современным видам спорта. А молодые профессионалы должны иметь возможность карьерного роста, повышения квалификации и развития. Какой вы видите Абхазию через 20 лет, через 50 лет? Могли бы дать положительный прогноз и, возможно, отрицательный прогноз, если не будут предприняты шаги по выходу из кризиса? Есть два пути – плохой и хороший. Не хочу говорить о плохом, но если продолжать так, как было в последнее время, то будет плохо. Всегда есть выбор. Чем скорее мы начнем становиться сильнее и богаче, тем быстрее мы сможем противостоять угрозам, которые нас ждут в будущем. Я знаю, что будет нелегко, но все же через 50 лет Абхазия будет свободной, независимой Абхазией, и жить здесь будут абхазы в дружбе с другими народами, населяющими нашу прекрасную страну. Наши правнуки будут говорить на родном языке, а мы, старики, будем жить в достатке на свою пенсию и даже отдыхать в любой точке мира. Продолжительность жизни увеличится, а рейтинг счастья станет самым высоким. Мы будем стабильными и богатыми, наша природа будет сохранена, и мы оставим хорошее наследие для грядущих поколений. Я поклялся перед Всевышним в этом месте в случае избрания президентом Республики Абхазия. Я готов попросить встать рядом всех моих коллег, друзей, кандидатов в президента Республики Абхазия вместе со всем народом и идти дальше, строить наше общество, наше государство.